Здравствуйте, меня зовут Мишлемович Софья. Я ученица 8 А класса школы номер 10. Тема моей работы – англицизмы в русском языке. Требуется топ-менеджер, снимается новый блокбастер, увлекается шейпингом. Еще несколько лет назад большинство россиян не поняли бы значения таких слов, которые ныне прочно вошли в их обиход. Актуальность данной работы связана с проникновением заимствований в русский язык. Доля заимствованной лексики может колебаться в очень широких пределах – от 10 до 80-90%. Словарный запас любого языка постоянно обогащается. Один из способов обогащения – заимствование. В последние десятилетия наблюдается небывалый приток иноязычной лексики во всех областях нашей жизни. Политика, наука и техника, культура и туризм. Особенно много заимствований идет из английского языка. Цель работы – изучение причин возникновения и употребления англицизмов в современном русском языке. С помощью анализа англицизмов показать оправданность и неоправданность некоторых заимствований из английского языка в русскую речь. Задача – определить причины заимствований, классифицировать наиболее употребляемые англицизмы по сферам общения, выделить оправданные и неоправданные заимствования из английского языка в русской речи. Предположим, что англицизмы в нашей речи на современном этапе развития общества неизбежны. Объектом нашего исследования являются лексические единицы английского происхождения и их производных. Предметом исследования является исследование заимствования англицизмов в современном русском языке. Материалы исследования. Речь. Диалоги обучающихся и преподавателей МОБУ-СОЖ номер 10. Средства виртуального общения сверстников и взрослых. СМС. Диалоги в сети интернета. Средства массовой информации, такие как журналы и телевидение. Толковый словарь современного русского языка и словарь современных заимствований. Для начала давайте разберемся, что такое англицизмы. Англицизмы – это слова или обороты речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского слова или выражения. Причины заимствований. Развитие мирового рынка, экономики информационных технологий. Новизна. Необходимость выразить при помощи англицизма многозначный описательный оборот. Существует множество источников появления англицизмов, например, в рекламе, интернете, кинематографии. В рекламе мы можем встретить такие англицизмы, как пейджер, ростер, триммер и мобилайзер. В интернете бит, байт, диск, курсор. В кинематографии блокбастер, киборг, вестерн, хоррор. В музыке встречаются такие англицизмы, как сингл, ремейк, постер, саундтрек. В спорте боулинг, скейтборд, байкер. В косметике лифтинг, скраб, мейкап. Англицизмы в структурах власти. Советы уступили место администрации. Главы администрации обзавелись своими пресс-секретарями, которые регулярно выступают на пресс-конференциях, рассылают пресс-релизы, организуют брифинги и эксклюзивные интервью для своих шефов. У всех на слуху многочисленные экономические и финансовые термины, такие как бартер, брокер, ваучеры. С развитием компьютеризации сначала в профессиональной, а затем и за ее пределами появились термины, относящиеся к компьютерной технике. Само слово «компьютер», а также дисплей, файл, интерфейс, принтер и другие. Многие считают иностранную лексику более привлекательной, престижной, ученой и красиво звучащей. Например, эксклюзивный, исключительный, топ-модель, лучшая модель, имидж, образ. Англицизмы делятся на две группы – оправданные и неоправданные. Оправданные англицизмы не имеют синонимов на русском языке, а оправданные можно заменить. Например, goalkeeper на русском будет вратарь, никнейм, прозвище, delete, удалить. А такие слова, как галоши, телефон, синонимов. Где мы встречаем слова английского происхождения? В рекламе на улицах практически любого города. В речи обучающихся. Например, в речи моих одноклассников часто можно встретить слово English. Например, ты идешь сегодня на English? Weekend. Конец недели, выходные. Это был просто отличный уикенд. Фейк. В социальной сети ВКонтакте очень много фейков. Комп. От английского слова компьютер. Компьютер. Опять мой комп завис. Англицизмы – это необходимость или дань моде? Мы проанализировали ряд газетных материалов и установили, что чаще всего слова английского происхождения используются в рубриках статьи на политическую и экономическую тему – около 50%, статьи о музыке – 27%, спортивные статьи – 15% и статьи о науке и технике – 11%. В завершении анализа мы выявили, что часто
Заимствования встречаются в письменной речи, чаще книжной, с последующим их разъяснением. И кулеры везде ставят такие здоровые кипятильники с пластмассовыми стаканами. Если англицизм нельзя заменить на русское слово, если англицизм употребляется в специальной области знаний, и если англицизм отображает более точный смысл понятия, то это инструмент. А если англицизм можно заменить на русское слово, и смысл при этом не изменяется, или если вы не знаете точного значения смысла слова, в процессе исследования мы подобрали некоторые предложения. Сегодня на экран российских кинотеатров выходит один из блокбастеров года – фильм «Изгой». Синонимы лучших, успешных фильмов. После короткого ланча я поднялся в свой номер. Синоним слова «ланч» – обед. Спасибо за внимание.